Здравствуйте, дорогие наши друзья, братья и сестры. Сегодня действительно мы завершаем период сыропустной теперь уже недели и вступаем в Великий пост. Поэтому прошу вас тоже наперед прощения по древней традиции, что люди не могли дойти до цели, это и сегодня в полной мере сохраняется, если они были как бы в немирности с кем-то. Великий пост, он становится понятным именно как путь к Пасхе. Это его истинный смысл. То есть это не просто жертва, это не просто десятина Богу, это не просто принцип как бы делиться и жертвовать, а это именно дорога. Дорога к воскресению Христову. Именно так надо понимать. То есть, ну и по большому счету вообще вся наша жизнь это дорога к Богу. И без милости ты этот путь не пройдешь. Как те 5 юродивых дев, которые хотя были и девы, то есть хотя и девственность берегли, но елей в сосудах оскудел, то есть милость закончилась и светильники погасли, то есть душа погаснет. Я вас тоже всех призываю, конечно, поститься, то есть с плотью надо повоевать, плоть наша любострастная, с ней надо побороться и поклончиками, и малоспанием, и стоянием, и, конечно, ограничением себя в еде. Конечно, призываю вас молиться. Молитесь дома, читайте молитву Ефрема Сирина, кладите поклоны, читайте кафизмы, псалтырь, читайте каноны, акафисты в посту не читают, читают каноны. Вот, не можете посетить какую-то службу, значит, открывайте ее, прочитывайте то, что можно рядом прочитывать, прочитывайте сами, бывает так. Вот. Но еще особенно вас призываю к милости, дела милосердия. Сегодня именно к прощению, тоже дело милосердия, простить своих явных врагов, обидчиков, помогать бедным, всегда старайтесь набивать карманы всякой с медью, угощениями, всегда у вас должны быть какие-то там конфетки, монетки для бедных, всегда у вас должно быть доброе слово, вот. Потому что без этого после молитвы бессмысленно. Пост без молитвы вреден. Молитва без поста бессильна, а без милостыни и пост, и молитва даже могут быть вредными, потому что они приводят к гордыне, к возношению, к осуждению других, к самомнению, к такому, фарисейству в общем. Не зря притча о мытаре фарисея читалась. Поэтому с такими мыслями вступим в пост. Тогда мы сможем, с делами милосердия, с трудами, на благо церкви, на благо людей, мы сможем пройти достойно этот путь, получим свою благодать, получим свою награду от Бога, не на показ, не от людей, а от Бога, и придем ко спасению. Шажочек ко спасению сделаем. В Великом посту, я вот за Риму переживаю, так знаешь, незаметно может продуть по спине. Более Рима так легко одет, да, я бы прикрыл, по крайней мере... Я могу и шарфик дать. Нет, все-таки на проветривание поставь там такой есть режим. Так, на 45 градусов закрой. Нет, закрой и теперь ручку поверни на 45 градусов. На 45. Не на 90, а на 45. Вот так. Нет, поверни на 45. Вот так, да. Вот, все. В Великом посту мы как бы возвращаемся во времена Ветхого Завета. То есть мы... Да, много того, что происходит в богослужении, оно показывает, что Христос-то пришел, Пасха случилась, воскресение, спасение явилось людям, но мы от Него далеки. Мы духовно от Него далеки. И вот пост, он как раз возвращает в те времена, когда люди еще только ждали Христа. На самом деле. Что об этом? Какие элементы богослужения свидетельствуют? Конечно, черный цвет, да? Меньше вообще освещения, меньше света, меньше поется, то есть меньше радости в богослужении, больше читается, в основном читается, такой покаянный дух. Не совершается литургия в будничные дни, только в субботу и воскресенье. А в будничные дни причастие есть, потому что литургия прежде священных даров, но самого чуда присуществления даров нет. Потому что без причастия там никак. И я призываю вас, сколь можно чаще причащайтесь. Я даже вот рекомендую, если ваши, конечно, священники на ваших приходах не запрещают, хоть и каждую неделю, хоть каждую седмицу, потому что возможности благоприятны. Часто
человек жалуется, что не может причащаться из-за того, что вот пост, там я не могу держать. А тут мы и так, мы по уставу постимся, поэтому очень благоприятное время. Завтра у нас в 19 часов беседа о литургии прежде священных даров будет. Звонится, как всегда, по понедельникам. Поэтому приходите, поразбираемся. Но самое главное, знаете, что суть причащения на ней такая же, как и на обычной литургии. То есть вполне такая же. Вот. Единственное, что она вот, была задумана как служба, на которой нет самой Евхаристии, то есть приношения, при осуществлении даров. И... Тут английский. Нет. И она была как вечерняя задумана. Так, в силу разных обстоятельств получалось так, что служится утром, но смысл ее вообще изначально, она соединяется с вечерней. Вот. И чтение. Само чтение тоже нас возвращает во времена создания мира. Книга Бытия рассказывает нам всю историю изначальную человеческого рода. И книга Притчи. Книга Притчи Соломоновых. Вот. Она рассказывает нам ту премудрость, которой владели люди еще до Христа, и которая, в принципе, она нам необходима. То есть этой премудростью надо наполнить свою душу. Помните, мы в прошлый раз разбирали с вами Экклезиаста и его главный вывод. К какому выводу пришел Соломон, вот, который в конце книги записан? Выслушай сущность всего. В чем там сущность всего была по его рассуждению? Сущность всего, сказал Экклезиаст. Нет, не помните? Да, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Смысл книги в том, что все суета, богатство обманчиво, плотское удовольствие разрушительно, мудрость ведет к печали, власть человека не насыщает, богатство, про богатство мы уже сказали, да, здоровье мимолетно, то есть все суета. Такое относительное равновесие может дать человеку благочестие, да, такое нахождение перед Богом, несовершение зла, милостыня, то есть доброе отношение к людям, помогать бедным, любить людей, дружить с людьми. Потому что двоим лучше, чем одному. Вот. Если один упадет, то может кто-то поддержать. И нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Да? То есть, такое вот соединение с людьми, учиться любить, учиться дружить. Вот это дает человеку такое относительное равновесие, потому что будешь гоняться за богатством, может дойти до уныния. Так вот как самоубийством кончают банкиры, да, выбрасываются из небоскреба. Человек, который делает ставку на материальное, он может прийти к разочарованию. Человек, который понимает, что ничего земное не несет в себе абсолютного смысла, он ищет духовного. Но в Ветхом Завете не было еще откровений, да, еще не было Небесного Царства. Даже надежды на вечную жизнь не было. Там сказано, помните, что и мертвый может быть еще хуже, чем он. И живой собаке лучше, чем мертвому льву. Поэтому живи, вот сколько Бог дал, юноша, наслаждайся юностью своей. И ходи во днях своих. Да. Но знай, что за все Бог тебя придет на суд. То есть живи, радуйся, но не злоупотребляй, не греши. Потому что за все Бог придет на суд. Вот. Это был такой вывод книги Экклезиаста, что бойся Бога и заповеди соблюдай. И как известно, Соломон был, считался мудрейшим из людей, и он составил множество притч, то есть таких кратких поговорок, кратких поучений. Вот. Их много во всяком народе, всякий народ ими богат, и конфуцианство, это в принципе тоже такая философская система, и в Греции было их много, множество в Риме, вот римские все поговорки, да, допустим, через тернии к звездам, там, или какие-то, помните еще, всякие латинские поговорки. Они коптят. В общем, да, в русском языке тоже много таких вот. Да, не имей 100 друзей, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Такого вот рода. И вот Соломон, он тоже собрал, обобщил народную мудрость, что-то сам изрек от себя. И вот около 3000 притч таких составил. Но какие-то из них исчезли во времени, а вот около 1000 они были записаны в книге. И вот сегодня мы с вами рассматриваем книгу Притчи Соломона. Книга Притч Соломоновых, она имеет в себе 31 главу, вот порядка 1000 притч она таких кратких стихов содержит. Они больше имеют морально-нравственный характер. То есть в отличие от
пятикнижие, там, где такой богослужебно-ритуальный характер, там, знаете, как жертвы правильно приносить. То есть здесь больше как себя вести по отношению к людям. А противоречия здесь нет, то есть одно и другое, оно соединяется в одно целое. Притчи Соломона, это пишет толковая Библия Александра Лопухина. Кстати, подготовлена наша беседа сегодня с участием Дениса Аксузиана, как обычно, нашего катехизатора. Вот. И по его совету, и по его подарку я пользуюсь вот такими книжками замечательными. Здесь в толковой Библии пишется, что притчи Соломоновы от других восточных притч, то есть от других народов, отличаются именно своим религиозным направлением и отпечатлевшимся на них характером откровения. То есть все-таки это уже не просто человеческая мудрость, это не просто наблюдение за жизнью, а это именно от Бога проистекающая мудрость. Это уже осмысление откровений. То есть Бог себя открыл через Авраама, да, еврейскому народу, привел их из Египта в Палестину, наполнил их надеждой, что вот они жили в надежде все-таки на Спасителя, не просто жили, а ждали Спасителя. Вот, но долго ждали, это века, это тысячелетия. И ну вот цари, они, как всегда, под особым водительством Божьим, они вот изрекали такую Божью премудрость. Поэтому характер откровений, из которого они проистекают. А вследствие этого характер чистоты. То есть они не ищут удовольствия. Знаете, вот многие поучения, пословицы в некоторых поговорках, они как-то учат, знаете, такому развлечению, удовольствию, впечатлению, такое, как насладиться. Здесь нет, здесь все-таки такой характер в основном воздержания, да, рассудительности. Определенности и безошибочности. Четкость, есть такая четкость. Вот это так и все, и без всяких. И безошибочность. Нас иногда спрашивают, когда вот что-то говоришь от Бога, вот это можно, это нельзя. И люди сразу так, знаете, на дыбы встают. Почему так уверенно? Там везде своя правда, а может это не так, а вот есть другие ситуации. Нет, вот Божья правда есть, ее надо хорошо знать и по ней жить. Тогда это путь. Это путь. Если не будешь относиться к вере как к истине, она тебе никуда не приведет. Это действительно будет такая смесь психологии с философией, которая немножко помогает жить, но никуда не ведет. А все-таки наша вера – это путь Господень, это путь к Богу. Он в основном, конечно, открыт сейчас в Новом Завете, но и Ветхий Завет, он тоже помогает этот путь осознать. И вот с этой определенностью безошибочностью здесь поняты все отношения жизни и возведены к познанию определенного Богом назначения человека. Вот это назначение надо и разуметь, да, и по нему надо идти. Я вас всех призываю к такой твердости. И самое главное, к активности, конечно, что по пути надо идти. По пути надо шагать, двигаться. То есть это и есть любовь к Богу, вожделение. Да. Есть вожделение к богатству, есть вожделение к наслаждению, а у нас должно быть вожделение к Богу. Вот сила вожделения должна вообще человеку дана для стремления к Богу. Вот как некоторые люди, знаете, там ночей не спят, себе там какие-то миллионы там крутят вверх, там ищут возможность там урвать где-нибудь проценты. Вот мы с таким же стремлением должны искать благодать, искать вот соединение с Богом, да, такого, вот, как бы стремиться угодить Ему, угодить. Кто-то жене угождает, знаете, готов там поехать, какой-то там платок привезти, там колечко какое-нибудь заморское выцарапать, вот, чтобы жене угодить. И радуется, вот жена там неделю ходит, не ворчит, и там угодил, хорошо. Вот. А человек должен стараться угодить Богу. Тут начальникам угождает, а должен стараться угодить Богу. И соответствовать его замыслу. Вот. Что нам еще по вступлению сказать? Важный еще момент для понимания этой книги, они, конечно, по своему тексту, по своим словам, они изначально предназначены для интеллигенции. Прежде всего для правителей. То есть Соломон писал их для сына. Он даже по тексту это часто видно, он говорит: сын мой, делай то-то, то-то. Вот. Писал, адресуя, как бы передавая свою мудрость последующим правителям. Но очень важный момент. Сегодня, кстати, в связи с памятью князя Даниила Московского это вспоминается, что правитель в древности понимался не как политик, а он понимался как образец для народа. То есть он должен учить народ благочестию.
То есть ни в экономике, ни в военных делах. Это тоже, но это все второстепенно, это все вторично, это все приложится. Для этого есть советники, специалисты, вельможи, бояре. Сам правитель, он должен быть образцом богоугождения. И он должен народ учить. Поэтому Соломон, он иногда людей собирал, такой вот как бы кружок, а иногда и толпы народа. Он их поучал. Как жить. И в частности, вот его потомком был царь Езекия, у него тоже был такой вот маленький как бы свой кружок, у всех у нас есть какой-то свой кружок, да, какой-то вот свой клуб, свой такой клуб родственников или друзей, и мы тоже иногда его собираем, да, по каким-то праздникам, беседуем, общаемся. Вот цари тоже так делали, представьте, тоже собирали свой кружок и вот изрекали там какие-то вот, премудрость, которую они поняли, то есть учили своих помощников, учили своих. И мы тоже, кстати, должны этим пользоваться. Вот, я все не перестаю удивляться, там у нас ходят двое молодых людей в храм, вот, они из района, причем из такого бедного района республики Коми, вот, и вот мальчики и девочки, ну это брат и сестра, они ходят, они оба студенты, я вот все удивляюсь их маме, я ее видел несколько раз, но я с ней близко не знаком, но я думаю, вот как она так их воспитала, потому что мальчик-то он вообще изначально хотел в духовное училище поступать после 9 класса, серьезно собирался. Но не отменил намерение, просто решил все-таки сначала это не перегружаться, а светское получить образование, а потом все-таки духовное. Вот. И дочь, она примерно такого же вот уровня благочестия. Я думаю, ну мама же вот что-то же она знает, какие-то секреты. Чаще всего, конечно, видишь наоборот, что приходят родители, хватаются за голову, ломают голову, там, что делать с детьми, что дети вообще куда-то не в ту сторону пошли. Вообще с ними даже разговаривать невозможно, уж не говоря о том, что Бог. Вот как-то здесь человек смог воспитать. Я все пытаюсь, все хочу с ней поближе познакомиться, узнать секрет. Какую-то она или строгостью, или милостью, или какой-то мудростью. Что она такое, какие кнопочки знает. Если узнаю, я вам расскажу. Вот. И последнее, что надо сказать об этой книге, что чтение из нее называется Паремии. Собственно, эта книга так по-гречески называется Паремии. Сделали самыми употребительными в качестве ветхозаветного чтения на праздники или в дни памяти святых. Учить чтение. Память праведного с похвалами, да, или премудрость создал себе дом, это мы читаем на богородичные праздники. Вот. То есть, когда мы служим полилейный праздник или в дневную службу, то всегда полагаются паремии, 3 чтения обычно. И вот очень часто используется книга притч. Ну и, как всегда, конечно, святые отцы толковали, и восхищались, и пользовались, и читали. Афанасий Великий, Иоанн Златоуст в отдельных местах. А Григорий Низкий сказал: как трудящийся в телесных упражнениях в училище готовится через сие к понесению больших трудов в действительных борьбах, так и приточное учение кажется мне неким упражнением, обучающим души наши, делающим их гибкими в духовных подвигах. То есть это еще не само спасение. Книга притчи — это еще не само откровение Божие, но это некое упражнение. Знаете, вот как солдат готовят, допустим, гоняют им кроссы, там, дают какую-то работу, а потом уже, если приходит война, понятно, уже все эти навыки становятся нужны. Да? Вот. Так же, как и девочку там, может, готовят к будущему замужеству, и учат там, готовить, порядок поддерживать. Это не самое главное, это не суть самой любви, но это как бы такой минимум, необходимый минимум. Вот, если уж говорить о любви, то надо хотя бы минимально сделать. Как одна бабушка рассказывала, когда женщина точнее рассказывала, что бабушка ее наставляла, говорит, какие бы у вас ни были отношения, вот, что бы у вас там в семье не случилось, ужин у тебя всегда должен быть готов. То есть это обязательно. Можешь обижаться, можешь не разговаривать, можешь там выяснять отношения, но ужин у тебя должен быть готов. Вот так же и здесь у нас. То есть это вот наш как бы, ужин, да, это наш духовный минимум, который должен быть у нас готов, а потом уже можно говорить там, о мученичестве, об исповедничестве, там, о равнопостельных подвигах и так далее. Ну, давайте, как обычно, пролистаем по главам, так выборочно строчки. Я, конечно, просил вас подготовить, может, вы как что-то зачитаете из 1 главы. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою.
Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут наслаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Добродетель ведения. Сегодня мы редко об этом говорим. Смирение у всех на устах. Да? Вот, про любовь тоже часто говорим. А вот ведение у святых отцов часто встречалось. Сейчас мы редко так говорим, вот именно мудрость, то есть как знание пути Божьего. Знание, его надо постичь, он вроде рядом. И многие даже нас, может быть, уверены, что они его знают. Но надо все равно поднапрячься, чтобы как бы усвоить его, чтобы схватить его, чтобы он открылся. Это вот это видение у Максима Исповедника часто это встречается, что все грехи от невежества, от забвения, от незнания. У Иоанна Златоуста тоже такие слова встречаются. Поэтому, наверное, полезно нам себя как бы считать такими невеждами, да? Потому что тот, кто считает, что знает, он ничего не знает. Ну, это еще сократовская форма. И глупый ищет кого поучить, умный ищет кого поучиться. Поэтому будем учиться каждый день. Каждый день старайся открывать Библию и говорить, не знаю, Господи, молим Тебя, отверзи нам ум, разумейте Писание. Сколько бы мы ни знали, это всегда мало. И даже если мы знаем путь Господень, все равно на какие-то градусы мы сбиваемся. Всегда нас можно поправить. Особенно если встретишь премудрого человека, который вот прямо чувствуешь, да, вот он, в нем есть какое-то знание. Расспрашивай, учись. А на самом деле даже в каждом простом человеке можешь найти премудрость. Поэтому старайся общаться с людьми, общаться. Вот. И даже, на самом деле даже какой-то человек заблудший, он может тебя чему-то научить. Но все равно, конечно, да, есть правды, которые нет у тебя. Поэтому вот стремись к общению с людьми. Со 2 главы. Ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут устремлены с земли, и вероломные искоренены из нее. Держись стезей праведников. Да. Полезно читать жития святых. Вот это праведники. То есть они прошли в небесное царство, они сияют, они чудесами там прославляются. Держись их пути. Не говори, что там, ну, сейчас такое невозможно, или там, это уже прошлый век, или там, сейчас другие времена. Божья правда, она всегда была актуальна и всегда была трудна. И во времена Христа ему тоже говорили, что это же невозможно. И он нередко отвечал, что людям это невозможно, Богу все возможно. Поэтому нам, когда заповеди Господни покажутся трудными, невыполнимыми, так и говори, скажи, да, людям это невозможно, да, это несовременно, да, это не, как говорится, 1000 человек это не выполняет, а вот 1001 выполняет. Вот, были же святые, и в наше время были святые, это недавнее время были. Вот. Третье. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Вот мы уже сказали, да, что мы живем не по своему разуму. Когда ты вот иногда с кем-то споришь, и человек говорит, ну вы думаете так, а я думаю иначе, а это моя точка зрения, но я никому не навязываю. Это сегодня очень распространенный подход, да? Что у каждого своя правда, но истины нет, поэтому ты считаешь так, а я считаю так, пообщались и разошлись. А мы всегда должны, ну вот у меня вчера был такой сложный диалог, такой долгий с человеком, он говорит, ну я что-то ему утверждаю, так знаете, вскипает, говорит, ну почему вы утверждаете, что вот это вы так считаете? Вот, а я по-другому считаю, я говорю, я так считаю. Это, ну, Бог так открыл, это церковь так учит, это апостолы так проповедовали, это в Писании так записано, временами это доказано, я этого держусь. Я считаю, что это истина, это Божья истина. А то, что вы говорите, он говорит, ну вот я так считаю, это что, неправда? Я говорю, нет, неправда. Почему? Знаете, что так сразу говоришь, почему? Это, я считаю, что это правда. Я говорю, ну вот по Божьему закону это неправда. Это неправда. И мы должны держаться вот этого Божьего закона, то есть все свое, все вот это такое свое кичливое надо потихонечку себя убрать, и тогда ты можешь уверенно говорить с человеком. Уверенно говорить, потому что ты опираешься не на себя. Ты опираешься на Божий закон, конечно, с оговоркой, что я что-то могу недопонимать,
Но в целом ты стоишь на заповеди. Ну, в частности, я вам скажу даже для примера, что он говорил. Он убил человека, ну я отсидел за это, он убил человека там, за тяжкий грех, который совершил тот. Он говорит, я вынес над ним такой свой суд. Я что, не прав? И он вот много раз возвращался к ситуации и пытался доказать, что он правильно поступил. А ему говорят, нет, неправильно. Нет, вы не правы. Потому что может Бог наказывать, может государство наказывать. Государству, да, вот царям, правителям, воинам Господь дал такие полномочия посадить на пожизненно, но не вы. А вы самосуд не имеете права. Конечно, есть, я говорю, но я немножко говорю, что есть особый случай, когда человек по ревности Божией может такой, как Моисей, помните, убил там тоже убил египтянина. Вот. Но это особый случай, и это, я говорю, поэтому, скорее всего, вы не правы. В принципе, вот Богом основной путь установлен такой. Это или священное наказание, или государственное наказание, но не самосуд. 4 из 4 главы. Вот эта фраза, ее просто надо выучить наизусть. Она не входит в чтение, как раз перед ней останавливается. Сын мой, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Храни сердце свое. Сердце разрушается грехами. То есть тебя зовут на какое-то дело под всякими благовидными предлогами, но дело это, ты понимаешь, что оно греховное, оно лживое. Не делай этого, потому что повредишь сердцу. Да, какой выкуп, помните, Господь говорит, какой выкуп даст человек за душу свою? То есть, если сердцу повредишь, то оно будет жестким. Из него не будет источников жизни, то есть оно не будет тебе приносить радости. Что толку, что ты там богатство собрал? Знаете, бывают такие ситуации, человеку скажут, слушай, один раз в жизни-то можно, ничего страшного, давай, вот подпиши. Мы тебе такие деньги дадим. Вот купишь этот особняк, будешь жить спокойно там до старости, будешь не знать, и будешь счастливый. И в таком соблазне скажи, что толку-то, если я весь мир приобрету, а в душе себе поврежду. Из сердца источники жизни. То есть чистое сердце, любящее сердце, мягкое сердце, послушное сердце, оно нам дает такое блаженство, которое не может дать ничто. С мирным раем в шалаше. Да? Поэтому сердце тебе всегда будет давать радость, такой, просто счастье, блаженство такое внутреннее, человеку просто хорошо. Неважно, он там даже больной или здоровый, это не важно. Главное, что у него сердце веселящееся. Сердце веселящееся, лице цветет. То есть у тебя лицо цветет, это в радости всегда. Поэтому храни сердце свое, из него источники жизни. В 5 главе поднимается тема целомудрия. Вообще этой теме уделяется немалое внимание в книге Притчи, потому что половые вопросы это одни из самых важных на самом деле. И грехи в этой сфере, они одни из самых тяжких. Блуд, измена и так далее. И здесь прямо с угрозами говорится. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобой. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезной ланью прекрасной серной. Грудью ее да упоевает тебя во всякое время, любовью услаждайся постоянно. То есть береги жену юности своей. То есть, ту девушку, да, с которой ты в юности познакомился, ты полюбил ее еще такой глупой, но все-таки молодой, такой чистой любовью, ее береги. Не думай, что там где-то оно потом будет лучше. Потом, как правило, идет по снисходящей. И, конечно, не бросай, не изменяй, не разводись, не блуди. Это воду из твоего колодезя. То есть твоя жена, с которой ты вступил в брак, это твой колодец, это твой источник. То есть от нее черпай, советуйся с ней, разговаривай с ней. И удовольствие получай от нее. Пускай это немного, там, это кажется, может, кто-то где-то там более привлекательный, да, но это чужой колодец, чужой источник, это не твой. Поэтому эта вода сладкая, но она отравлена. Чужая вода. Пей только свою. 6 глава говорит нам об экономике. Значит, много очень заповедей о труде. Пойди к муравью ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
Или поди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. То есть ленивый человек, человек, который любит вот это безделье, знаете, отдых, выпивку, то он обеднеет. Иногда через поколение, но бедность придет. Поэтому работай. Работай. 7 глава. Чти Господа и укрепишься, и кроме Его не бойся никого. Очень важно, да, потому что иногда бывают такие страхи, боюсь начальника, боюсь бедности, боюсь болезни, боюсь там каких-нибудь врагов. Бойся Господа. Бойся Господа. И кроме Него не бойся никого. Ну, если бы Георгий Победоносец боялся бы начальника, он не пришел бы к императору, не обличил бы его там, в нечестии. Да? Он боялся Господа, он понимал, что вот, если он это не сделает, то потеряет милость, любовь Божию. Поэтому начальника не боялся, боялся Бога. 8. Тут и пророчество есть о Христе. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водой. Вот на этих словах некоторые еретики, арии в частности, они создавали учение, что вот Христос, он создан. Он созданный, но, ну, в смысле, сын, да? Он рождается во времени. Он выше всех творений, он божественный, но он все-таки вот как бы создается как орудие создания мира. Ну, тут если цепляться к словам, действительно можно такую мысль развить. Но если брать в целом, в том числе и речи самого Христа, понятно, что он существует прежде создания мира. Поэтому его рождение, о чем здесь говорится, когда еще не существовали бездны, то есть его рождение вечно, оно вне времени. Он рождается от Отца по сути своей. 9 заповедь – это пророчество о Евхаристии. Помните, да? Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его. Что такое 7 столбов? 7 таинств, 7 соборов, да? 7 даров Святого Духа. Заколола жертву, то есть Божий промысел потом Христа, да, приводит к этому. Зарастворила вино свое и приготовила себе трапезу, послала слуг своих, кто такие слуги? Вот, да, все проповедуют. Провозгласить возвышенность городских. Кто неразумен, обратись сюда. Почему она раздает неразумных? Кто неразумен, обратись сюда. Это на какую заповедь нам евангельскую намекает? Больше на небе радуются домокающиеся грешники. Ну, вроде того, да, близко. Близко еще скажите. Скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой, пейте вино мною растворенное, и оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума. Почему она зовет неразумных? В каком смысле неразумных? Первая заповедь блаженства. Блаженны нищие духом. Он зовет нищих духом, то есть людей, которые не считают себя разумными. Потому что только такой человек может познать Бога. Не самоуверенный. Он может быть очень умный, но он всегда считает, что это мало. А есть такие люди, которые ничего не знают, но настолько уверены в себе, настолько вот в своих мыслях убеждены, что это прям цельная система, что им прямо слово вот не вдолбишь, потому что вот они все, и закостенели в своих убеждениях. Не слушают ничего, да, не воспринимают. Вот живут по-своему все. А человек должен быть вот как ребенок, он должен слушать Бога. Тогда он неразумный, хотя и может быть очень премудрый, но он ищет разум, он ищет премудрости. И тогда он придет, тогда к Богу придет. Блаженный алчущий и жаждущий правды, хоть не насытится. 10. Ну тут про родителей давайте вспомним. Про родителей. Сын мудрый радует отца, а сын глупый огорчение для его матери. Постараемся радовать родителей. Да? Потому что наша правильная жизнь, это даже если родители на небесах, все равно они смотрят на нас, следят за нашей жизнью.
Вот. А если мы будем поступать глупо, то есть против пути Господня, то мы будем огорчать их и при жизни, и потом. 11. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Очень часто библейский образ весы, вес. Что это за образ? Почему это говорится? Неверный вес. Обман. Обсчет, обвес, обман. Да? То есть подделка, это фальшивка. И вот эта вот неверность, это мерзость перед Богом. То есть если мы какие-то бумаги подписываем нехорошие, нечистые, да, где-то какие-то подтасовки, где-то вот взяточки, где-то какая-то вот неправда, где-то, знаете, не доплатили. Даже вот в мелочах, даже если там речь идет про 5 рублей, тем более мерзко. Зачем ты уже за 5 рублей по совести все продал? Ну уж будь уж правильно, в мелочах-то будь честен. И в большом будь честен, и в маленьком. А кто в малом не верит, кто ему больше доверит, да? Так, в 12-м, ну давайте скажем вот про язык. Про язык. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. Как важно то, что мы говорим. Иногда небрежно к языку думаем, ну сейчас скажу, потом покаюсь, там согрешу, потом покаюсь, ну так как будет это легко. Сейчас скажу, ну обижу, потом заберу слова, потом извинюсь. Нет, слова живут вечно. Словами можно оправдаться, словами можно осудиться. Поэтому нечестивый уловляется грехами уст своих. Соврал, слукавил, там, накричал, наругался, а потом говорит, так это же ты сказал, это же твои слова. То есть слова это как будто мы сами. А праведник выйдет из беды. То есть, кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящий истину благоугодны Ему. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. То есть разумный человек еще подумает много раз, прежде чем что-то сказать, особенно если не уверен. Так, 13. Про наказание детей. Как почти неходительно сказали в 13. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Детей надо наказывать. По крайней мере, держать строгость. Не обязательно там прям бить, знаете, лишь бы там план выполнен по телесному наказанию. Но просто не жалей розги, то есть не жалей ребенка наказать. Он, где-то тоже сказано, что он не умрет. Он не умрет, но он научится мудрости. Вот как рассказывал владыка, там у него одно время жили там, на воспитании 2 мальчика, и он говорит, я им там, один был случай, когда они тоже переступили какие-то запреты, говорит, я им вицу показал, чуть-чуть их там к ней прикоснулся, вица, говорит, и она на виду висела, и они, говорит, весь шлох, они знают, что это вица есть, я ее могу применить, лучше не доводить ее. То есть дети должны знать, что у нас есть сила, мы можем применить. Мы можем забрать телефон на неделю, да, и сказал, сделай. Вот. Это, кстати, отцы, как правило, у них больше вот этой воли, последовательности, женщины все-таки поддаются иногда на жалость. Отец должен, вот как раз надо отцу давать больше полномочий в воспитании детей, потому что они легче легче принимать наказание, они могут применять физическую силу. Женщинам не советую применять физическую силу, особенно в отношении мальчика. Когда мама бьет ребенка, это заканчивается очень плачевно потом. А у отца такие полномочия есть. Потому что у мужчин есть четкое очень разделение понятий субординации, иерархии, физического превосходства. Вот, поэтому, когда отец наказывает сына, это нормально. Но мама лучше, пусть лучше как-то словами или там молчанием, как-то вот так лучше. А лучше всего сказать, вот я папе скажу, пусть вот он с тобой разбирается. И не жалей, когда будет наказывать. 14 нам про жену. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Понаблюдаем за собой, как у нас там дом строится или... Смотрите, от жены зависит больше. Да? Мужчина, он все равно, у него основная энергия вовне. А устроение дома, устроение семьи, это больше женщина. Поэтому женщины учитесь мудро. Так, что еще в 15 главе мы возьмем? 15. Опять тема экономики. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Большие сокровища всегда несут тревогу. Любые деньги. Сейчас сколько людей жалуются на эти мошенничества. Я только одному удивляюсь, откуда у людей такие деньги.
Откуда они берут эти по 8 миллионов, по 10 миллионов, по 15 миллионов? Я не деньги даже. Почему они их не раздали раньше? Копят. Зачем? Какой кредит? На что? Они кредит берут. Еще и кредиты берут. Нет, сбережения отдают. Понимаете, сбережения. И зачем с такой тревогой жить? Да отдай ты все и живи, как птица небесная. 16 глава. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Предположение сердца человека, да, от Господа ответ языка. Это то, что Господь нам говорит, что не заботьтесь. Как что отвечать? Иногда так выходишь на проповедь, на выступление, скажу это, выходишь и совсем по-другому говоришь. Господь как будто, знаете, как будто дает тебе что сказать. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ни наказанным, а милосердный помилован будет. Не ругайтесь над нищим. Смерть и жизнь во власти языка. Тоже эти слова надо наизусть запомнить. И любящие его вкусят от плодов его. Смерть и жизнь во власти языка. Понимаете, словами смерть и жизнь. 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами, притом глупый. То есть бедность не сразу же, бедность не порок. Да? То есть бедность на самом деле, если она не порочна, потому что бедность бывает завистливой, бедность бывает осуждающей, бедность бывает сребролюбивой. На самом деле бедняк может быть более сребролюбивый, чем богаче. Бедный тоже должен быть ходить в непорочности. И милостыня это не только для богатых, это заповедь для всех. Бедные тоже должны помогать бедным. Не надо говорить, что пускай там вот эти вот богатеи это делают. Нет, на самом деле самые большие потоки денег складываются из маленьких ручейков. По 50 рублей собирают миллионы детям на лечение, по 100, по 1000 рублей собирают на постройку храмов. И не надо ждать, что кто-то вот придет и меценатом все это сделает. Не делай, не можешь много, тебе же не требует много. 100 рублей можешь, дай 100 рублей, дай. Не переживай, что там это мало. Ты 100 рублей, еще 1000 рублей, 1000 человек по 100 рублей, вот уже 100 тысяч собрал. 20 глава тут о вине, о том, что не увлекайся вином и секерой, она буйна, человек неразумен, никогда нельзя пьянствовать. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Вот, кстати, ответ, почему иногда молитвы наши не слышат. Иногда молимся, и как будто, знаете, как будто в пустоту, то есть как будто нас не слышат. А потому что мы сами затыкаем ухо от вопля тех, кто нас просит. Просит о прощении, просит о милостыне. Двадцать вторая глава. Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу грабителей их. Бедному надо не только помогать, что никогда нельзя обижать. Не обижать. То есть, знаете, уволить человека, бывает на работе держишь человека, он такой, работает плохо, там, постоянно болеет, а все равно не обижай, потому что он бедный, ему совсем некуда деться. Все равно надо его до конца вот как-то терпеть, может там коллективу ему помогать. Но не выбрасывать его на улицу, то есть по соображению эффективности. 23 о еде. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобой. И поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. То есть, если вы в гостях, особенно у богатого человека или у начальника, особенно сдерживай себя. То есть не пытайся там это попробовать. И вообще за столом, особенно с другими людьми, будь очень воздержан. Скромненько, кушать скромно. Потому что глаза жадные, язык жадный, и всегда это очень красиво. Особенно, знаете, выбирая там что-то. Ну вот с краешку, что вот в поле зрения, так, чтобы даже головой не вернуть, вот что перед тобой вот так вот лежит, то и покушай. Поставили тебе, тоже покушай. Не говори ничего. В притчах есть еще и иносказательный смысл.
Я не знаю, Соломон, когда писал, он напрямую его имел в виду или нет, но есть такой метод толкования. То есть у нас сейчас есть Божье откровение, есть такой метод толкования, как прислонение. То есть вот любую песню, любую притчу, когда мы прочитаем, мы можем толковать это уже в новозаветном смысле. Ну, например, мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Ну, напрямую здесь смысл понятия, да, то есть дом, чтобы он был хороший, то надо это вот мудро, правильно всю семью организовать, устроить. А какой здесь аллегорический смысл, сокровенный, духовный? О каком имуществе, о каком доме может идти речь? Духовной жизни. А? Духовной жизни. Небесное. Да, но в принципе одно то, что жизнь сердца. Да. Сердце это дом. Его надо украсить имуществом, то есть познаниями, милосердием, вот эти все надо украсить. Духовной, да. Да, и оно придет с собой в небесное царство. То есть тебе будет приготовлено жилище на небесах. Богатство нетленное. Там богатство нетленное. Так, мы уже к концу приближаемся, всего 31 глава, сейчас 25. Вот, это вчера его отца Даниила Сысоева слушал, он хорошо объяснял. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. То есть то, что делают правители, нам неведомо. И знать и судить об этом никогда не надо. Все правители всегда, и благочестивые, и нечестивые, они на особом управлении у Бога. И простолюдин, простой человек никогда не может познать и судить о том, что делает там министр, президент, судья, епископ, патриарх. Не суди об этом никогда. Не суди. Не суди за судью. Ну да. Да. Не суди вот этого начальников. Родителей не суди и властителей никогда не суди. То есть, когда Господь говорит, не прикасайтесь к помазанным моим, Он имеет в виду там 3 категории. Это священники, пророки и цари. Повторюсь, любые цари. И безбожные в том числе, и богоборческие в том числе, и явно нечестивые в том числе. Все равно ими управляет Господь. Их, конечно, тоже надо остановить, допустим, каких-то там Гитлера, да, их тоже надо остановить, там военные силы и так далее. Но надо делать государство. А ты все равно даже, вспомните, как архангел даже дьяволу не сказал жизненного слова. И мы тоже должны стараться вот таких вот, там, Иродиаду, или того же Гитлера, вот, ну, постараться не осудить, да, все равно Бог Это любит. сложно. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Притчи не лгут, но лгуны говорят притчи. Поэтому притча может, она такое обоюдоострое оружие. Она может спасти, она может правильно человека вести. Но если сознание не выправлено по догматам, то притчи будут вести человека не туда. Если он догматически неправильно. Вот притчи, например, очень любят протестанты. Очень, они часто их цитируют, гораздо больше, чем православные используют притчи. Но они догматически ошибаются. У них догматика нарушена. Они отколоты от церкви. Поэтому притчи для них, они как бы не на пользу. Они знают, но наоборот еще, это, можно сказать, осуждают человека, да, потому что... Понимают по-своему, скажем. Ну да, Истолкование святых да. отцов. Да. А иногда даже такого смысла, как бы не открывают даже смысл глубокий. Я иногда вот смотрел, так попадается, толкование притч, ну, такое, знаете, очень поверхностное. У святых отцов все-таки гораздо более глубокое. То есть притчи все равно должны сочетаться с правильным догматическим мышлением. Все догмы это вот как камни, это как берега, в которых мысль должна двигаться. Обязательно это надо иметь. Вот вчера мы тоже с человеком-то говорили, он такой, ну, не глупый, а потом еще там всякие вещи неправильно говорил. Почему? У него тоже догматические ошибки. То есть он вроде в Бога верит, все и молится, но такую вот иногда путаницу как скажет, он говорит, я говорит, Бог. Я говорю, что такое говорите так как? Бог это Бог, мы творение. Ну и он пытался доказать, что типа как я равен ему. Отсюда, кстати, и то, что он может судить. Почему он не считает, что он может убить другого человека, да, потому что он ставит себя на место Бога. Это я уже второй раз такое слышу, что человек считает себя вправе убить другого, потому что считает себя Богом. Я думаю, как-то может иносказательно что-то сказать. Нет, несколько раз повторил. Вот он ошибки такой. Вот такие ошибки, да. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Не тщеславиться, не хвалите. Не хвалите. А мы склонны к похвале. Потому что когда нас похвалят, мы все равно как-то
поддержим разговор, чтобы как-то вот, Природа. ну скажите еще что-нибудь. Ну, не всегда. Ну, не всегда, да, поэтому нам вообще от тщеславия надо бегать. Сегодня об этом Евангелии было, да? Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Вот это тоже я такое замечал, что если ты ожесточишь сердце свое, знаете, какое-то вот слово скажешь неосторожно, человека такого подчиненного или, может, бедного, как-то вот унизишь, оттолкнешь, ты попадаешь в беду. Знаешь, у меня там один раз такое было, время начал путать. Прямо думаю, ничего, это... Ну, смотрю одно время, а понимаю его по-другому. Опаздываю, ошибаюсь, там адреса путаю. Думаю, нет, это так нельзя. Все равно благоговение всегда должно быть. Благоговение по отношению к Богу и благоговение по отношению к человеку. Даже заблудшему, даже грешному. Все равно благоговение. То есть не позволяй вольности. 29. Разгай и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Мы уже сказали по отношению к воспитанию детей, это понятно. По отношению к себе можем, да, взять урок. То есть надо любить обличение Господня. Есть ли сын, который не наказывал бы отец? Ну, в послании к евреям, да? То есть отец нас наказывает, и мы должны быть таким отроком, что ой, как хорошо, что меня наказывают. Как хорошо. Потому что значит любит. Значит, я еще из меня какая-то польза получится. Вот, 30 предпоследняя глава. Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Да, надо знать заповеди Господни, ничего не упускать, но ничего и не прибавлять. Ничего не прибавлять. Если какая-то есть мысль, кажется даже правильной, приятной, но ты ее точно не увидел еще вот в Писании, у святых отцов, как-то не осознал именно как происходящее от Бога, то не проповедуй это, не говори. Говори только то, что точно знаешь, оно происходит от Божьего закона. И 31 глава, это читается уже в конце поста, по-моему, в среду, где-то, ну вот, по-моему, уже на Страстной Седмице, или в пятницу перед, нет, наверное, в пятницу перед Страстной Седмицей. В общем, это завершает чтение, 31 глава о добродетельной жене. Читаем целиком? Можно прочитать? Да. Сейчас мы все-таки сократим. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. То есть не только помогай, еще и вступайся. Если где-то видишь, что человека обижают, еще и защити. Это очень важно. И вот, потом про добродетельную жену. Кто найдет добродетельную жену? Жена ее выше жемчугов. Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочно служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занять ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке. Слушайте, внимательно, сейчас буду вас расспрашивать. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весонный пурпур – одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла их всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее ворот дела ее. Ну что вы почерпнули, как вы понимаете эту главу? Кто такая добродетельная жена? Какими она свойствами обладает?
Трудолюбивый, да, здесь, пожалуй, больше всего говорится именно о трудолюбии. Рожает всех. Там отхватывает руку нищим, да? Кроткое наставление. То есть не будет там ругаться, много говорить. Если что-то и важно, скажет коротко. Не пустословит. Не болтает. Мужа своего вдохновляет, да? Муж ее известен наоборот. Мужа уважает. То есть не унижен, там, не ругает муж. Говорит, а я вот мужа ругаю. А говорит, он все пьет, да пьет. Говорит, хватит уже ругать, перестаньте ругать. Может, этого и пьет. А вот, несомненно. Постоянно трудится она, день и ночь. Трудолюбивая, да. Не беспокойся, чтобы все в доме было хорошо. Ну не излишне, да, все в этом меру. Постоянно заготовляет елей. Кадильницу. Да, постоянно с елеем. Здесь Ветхий Завет, то есть здесь как бы о духовном напрямую наговорится, но мы понимаем, что это духовный труд. Да? То есть она набирается мудрости, молится. Мне кажется, очень важно не просто вот физический дом, Конечно, соблюсти для мужа, а когда ее сердце, ее душа. Вот второй дом, когда мужчина находит дом в ее сердце, мне кажется, это самые прочные браки. И это не моя идея. Вот читая письма Елены Конюховой к мужу, к Федору Конюхову и его письма к ней, я вот почувствовала эту второй дом. Когда второй дом, когда без конца, бесконечно он ее сердце. Как вы хорошо сказали, в душе устроить дом для своего мужа, да, чтобы он в ней покойно ходил. Да, не физически. Ну я понятно. Когда женщина очень много делает хозяйство, она хорошее хозяйство, и в холодильнике, и пирожки, и дети досмотрены, и она красавица. Но если сердце не открыто... Да. Это наоборот превращается потом в такую гневливость, там что-то не так положили, я тут везде не убиралась, вы тут напачкали, да, наоборот, такая излишняя требовательность может. Очень хорошо вы сказали. Жена у Виктора Николаева, писателя, тоже мудрая женщина. Да. Даже когда он еще не воцерковлял, мы были там, не сильно был воцерковлял. Рассказывал, да. Что еще запомнили? Самое главное, что она мудрая. Надежность, верность, да? Добрая, мудрая, трудолюбивая. Любящая. Сердце для всех открыто. Не только для себя, А вот там еще в одной притче царя Соломона написано, что лучше живи в углу на крыше, чем со сварливой женой. А иносказательно как можно понимать эту главу? Я не знаю, правда, есть ли такое толкование, не видел. Но иносказательно, о чем говорю? Вот если жену понимать не в буквальном смысле, а иносказательно, что является такой добродетельной женой? Добродетельная жена, скажу? В жизни. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорно камень в костях его. Вот вы, а ты другой спрашивала. Ну вообще написано, что добродетельная. А что такое добродетельная? Мы же уже сказали, что такое добродетельная. Я спросил иносказательно. Это душа. То есть человек, он свою душу должен вот как жену делать, воспитывать, да, созидать. Кто нашел такую добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Она же как раз и есть такая вот трудолюбивая, кроткая, мудрая, заботливая, верная. Ну, кто-то, может, еще что добавит по книге, может, какие-то свои любимые строчки. Ну, вот одну вы сказали, да, про сварливую жену. Когда читаешь, стыдно становится. Почему мне раньше это не прочитали, когда я была молодая? Читали, скорее всего, что не слышали. Да нет, мы же Ну, не читали, может, говорили другими словами. Батюшка, а вот
в школе изучает закон Божий. Все очень хорошо. Закон Божий надо изучать. Ну и притчи царя Соломона. Тоже где-то с 5 класса, мне кажется, тоже надо бы детям Да, читать. много, еще как надо. Еще как Потому надо. что посмотришь телевизор, если свекровь, то уже слов хороших про нее не скажешь. Теща еще хуже. Муж это вообще там, я не хочу сказать еще. А почему же не показывать, что какая должна быть семья, какая должна быть жена, что мужа надо уважать, что свекровь и теща это вторая мама. Вот я про свою свекровь вспоминаю тогда, думаю, так это ж моя вторая мама. Она ко мне как относилась-то? Вот. И как я могу сказать моя свекровь по такому? Ну, моя вторая мама. Ее нет уже, да. Вот. И она тоже вот говорила, что когда она отходит, что Татьяна мне привозила материал, ну, там в Бердянске они жили, на Запорожской области, что с этого там пошли платье, вот в этом платье у меня похоронили. Я говорю, я даже не помню, что мне. Ну, всегда привозили, как с Воркуты приезжаешь. 3 семьи там, все вообще. Как мне, свекровь, может быть, я про весло такое скажу, или свекра. Это вообще мудрейший человек. Или, ну, как дядя моих детей, их младший сын. Ну, прекрасный человек, это мой второй брат. Все, дальше не буду говорить. Почему не учат? Не знаю, почему. Надо спросить, а кто не учит. Нет, Учителя я только спросить. спрашиваю. Почему? Наверное, сами не живут этим. Жили Нет, бы так. просто батюшки вот у нас вот в Воркуте читает там, я просто не знаю. А хорошо будет причитать царя Очень Соломона хорошо. читать. Но это же организовать. Батюшку найти. С Ну, учителем как я буду договориться. батюшке причитать? Отцу Рафаилу говоришь, что батюшка, ходи там читай. Конечно. Да ну, Попросить надо. я думаю, что нет, это для меня не скромно. Почему? Можно. Даже нужно. Ну, по крайней мере, кротко же можно спросить. А батюшка, а вы не могли бы, вот я там договорилась с учительницей, чтобы вы провели там классный час на тему притчи Соломона. Не могли бы вы прийти, найти как-нибудь время прийти? По четвергам, в 14 часов, в любую неделю, как вам Я удобно. лучше отца Василия могу спросить. С Василия можно тоже. Ты мне просишь. Тоже можно. Он у нас соцзащитник. Я говорю, в читает, принципе, я сейчас не о персонах, я говорю, в принципе, вы задали Хорошо. вопрос, я говорю, что любой, вот да. постарайтесь это организовать в классе для своих детей. Это же нужно, это же, знаете, здорово, когда от родителей исходит. То есть не ждите, пока там управление образования это сделает, или пока там министерство политика поменяется. Организуйте сами. Кто заинтересован для внуков своих. Это несложно сделать. Я внук в армии служит. Подойдите к учителю, подойдите к воспитателю, вот, подойдите к священнику и организуйте встречу. Немножко похлопотать придется, зато даже одна встреча может очень много сыграть. Я читала, мне было стыдно. То есть вы жалеете, что не знали раньше? Да, я жалею. Да, Это есть наше, да, неведение. Грех неведения и юность моей не помню. Грех неведения. Ну, кто-то еще отметит какие-то свои длинные В точки стихи. 25 главе очень много сравнительных моментов. Ага, давайте почитаем. Ну, тут практически все, можно сказать. Угу. Вот, например, там золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Да. Ну, то есть, как бы, каждое слово должно быть на вес золота, да, получается. Ну, то есть, каждое слово не просто пустословие, а имеет смысл определенный. Вот, или здесь где-то еще про мед было хорошо тоже. Нашел ты мед, ешь сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не сплевать его. И тут просто недавно еще вот мед, вернее, вера и религия сравнивали, ну, в таком сравнении мед и сахар. То есть вот мед как вера, а сахар это уже корочка, ну, в смысле, когда мед засахаривается, то его здесь уже невозможно становится. Ну, как-то вот в таком вот сравнении здесь вот тоже как раз, может быть, даже отсюда. То есть ешь сколько тебе потребно. То есть, ну, может быть, здесь даже поверье. Да, зная меру, ну, в смысле, чтобы не только внешнее было, вот именно шло из глубины. То есть истинная вера.
кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Похоже, да, блаженный кроткий. Когда начальника о чем-то просишь, начальника кротко проси. И пытайся там на него как-то надавить, найти какие-то там вышестоящие механизмы, как-то шантажировать его, там, а вот если так не сделать, я уйду, там, уволюсь. Нет, кротко попроси. Иди, ну пожалуйста, ну что у вас тут, я очень прошу. Больше мне не на кого надеяться. Можно спросить? Вот у нас с завтрашнего дня уже пост. И нужно просить прощения сегодня уже. Да. А вот у меня такой вопрос, вот горит в душе, что отношение к старшему поколению, отношение к пенсионерам. Вот недавно по радио, на прошлой неделе, в новостях прозвучало следующее. Пришла старушка в парикмахерскую, ее обрили на голову и заставили, наверное, слышали вы это, и заставили ползать по полу, собирать волосы. Вот это правда, но это не в Сыктывкаре, это где-то в Астрахани, где-то в Южном городе. И это вот сейчас. И вот это явление вот, наблюдается, ну, не в таком виде, но и в Сыктывкаре тоже. Я лично встречала. Но вот, тем не менее, психология оправдывает вот этих людей, которые вот так относятся к старшему поколению, и называет это, что человек перегорел. На работе столько уработался, что перегорел, и имеет как бы право вот так вот срываться именно на старшем поколении. На более молодом он не смеет. А вот, и вот у меня вопрос. Хорошо, это, видимо, люди не культурные, не воспитанные, вот так ведут себя. Ну, а церковь как может воспитать, если не воспитывает уже никто? Так и воспитывает словами, зовет, воспитывает тех, кто в нее ходит, чтобы они воспитывали других. Призывает всех. Иногда, сколько сил хватает, и ходит и в школы, там, и в другие места. На власть влияет. Законы принимаются ведь не без участия церкви. Почему у нас сейчас вот там какие-то вещи запретили, какие-то наоборот ввели? Церковь об этом много лет говорила. Влияет на сферу культуры, на науку, на образование, на здравоохранение. Очень влияет. Но она влияет всегда через живых людей. Поэтому каждый человек в церкви – это такой светильник миру, который может влиять на других. А если человека нет, ну что толку мы там по радио, допустим, проводим свои беседы, лекции? Что толку, если нет живых людей, которые живут этой верой? Поэтому мы всех призываем, люди должны быть в церкви. Не рядом с церковью, а в церкви, то есть в храме, на службе. Тогда мы можем гораздо больше влиять на мир. Корень, стержень-то всего именно в самой церкви. Раньше хоть книги воспитывали, а сейчас и некогда читать книги. Вот такая некрасивая история получается. Но ее должны судить, эту женщину. Эту женщину, парикмахера, должны судить. Там сказано, очень быстро, видимо, администрация тут же по радио сказала, нет, она теперь на этом месте не работает. Все, больше не Нет, было. ее все равно должны наказать вышестоящие органы. Вот. Ну, как бы надо прощать, и ее тоже, и всех надо прощать. Сколько, 70 раз, как там. Это кающийся. Если брат обратится и скажет «каюсь», тогда прости. А не так, что любое зло простить и на любой грех оправдать. Пенсионеры, все больные, уже, наверное, здоровых пенсионеров нет. А вот такая хамка просто в гроб. Ну, мы не можем судить, потому что мы не знаем этой истории. Мы слышим ее с ваших слов, мы не знаем, сколько надо. Честное слово. Нет, я понимаю, но радио это что? Не переживайте. Да. Я стараюсь таких, это, знаете, если наполнять душу такими новостями, понятно, что много зла в мире творится. Но жизнь-то она рядом, она же не по радио наша жизнь, она вот рядом с нами. Поэтому я стараюсь просто меньше этим наполнять. Нет, вот
то, что отношение к пенсионерам в наше А, время ну, действительно согласен, стало согласен, совершенно другое, согласен. чем вот в наше. Когда Это уважение. Так много что перевернулось. И к детям даже неправильно все отношение. перевернулось, да, даже ощущаешь это же. Но это же от заповеди Божьих все идет. Так или иначе, должно быть идти от заповеди Божьих. И поэтому это вот случай, который рассказала, я даже не удивляюсь ему. Она посчитала это нормой, и все. Это парикмахерша. Может быть, может быть. Так, я, конечно, Она видел. выгорела, как бы, или сгорела. или Ну, что. это психологи, они, у них свой взгляд Ничего, такой. может, так и к маме своей относилась, и к бабушке Может, своей да. так же относилась. Себе, вот и все. Страшновато, но иногда такое бывает. Бывает. Я тоже летом видел, раз девчонки ехали в автобусе там между городами. Знаете, я побоялся им замечать делать. Обычно я делаю, но им даже я побоялся. Так они себя видят. Агрессивно. Да, это даже агрессией не назовешь. Это нечто хуже, чем агрессия. Ну, всех прости. Раз надо. Нет, мы простим. Черный никак не наказывает. Господь говорит, если обратиться и скажет каюсь. Кающихся надо прощать. А если А преступники должны быть наказаны. И в том числе неуважение, то такое вот унижение человека, оно и уголовной статьей должно быть наказано. наказать. Да. Сейчас государство, слава богу, хоть стало в этом плане более активным. Сейчас, видите, запретили порочить власти, сейчас запретили там дискредитировать вооруженные силы. Ну, то есть очень много статей появилось. Экстремизм, терроризм, пропаганду ЛГБТ запретили. То есть это все сделали экстремистскими статьями. Это очень хорошо. То есть государство немножко взялось тоже зло сдерживать. Правильно? Хорошо. Так что я думаю, что это вернется. Разговоры о важном появились. Статус учителей немножко поменялся. Это же все наследие 90-х годов мы сейчас пожинаем. да. Когда вся эта американская культура к нам хлынула, когда учителя зарплату вообще не получали. Потом стали хоть и сначала платить зарплату, а потом стали ее хоть немножко поднимать. Сейчас учитель, пускай, конечно, не на уровне там, министра, но все равно хоть какой-то более-менее относительно уровень достойный. Потому что все стало возвращаться на круги свои. Будем дальше трудиться. Все равно корень всегда в живой вере в Бога. Надеяться, что это как-то государство сделает, я не очень на это надеюсь. Оно должно содействовать. Есть какое-то воспитание японское, какое-то английское, а русское воспитание. Какое? Я говорю, вот хулиганит ребенок на улице. И тут же мать спрашиваешь, а почему не делаешь замечания? Нельзя. Ну да, По-японски это нельзя. есть там либеральное такое Все воспитание. посадить могут. Но оно может в каком-то контексте тоже иметь свой резон, но просто должна же быть цельная система. А так человек вырвал какую-то отдельную заповедь из системы японского воспитания. Может, в японской культуре это и оправдано, потому что оно чем-то другим сдерживается, Ценности. противовешивается, да. А не так, что ребенку ничего не делает, а и все. Конечно. Это другая культура. Ну, у нас это раньше тоже было хорошее воспитание. Ну, А оно сейчас революции. неплохое, оно сейчас неплохое. В правильных семьях и в церковных семьях оно сейчас бывает неплохое. Также говорят, хорошо воспитанный человек, культурный человек, сразу же его видно. И молодые люди есть такие. Конечно, и немало. У нас хорошая молодежь. Их у нас гораздо больше, вспомните про них. Да. И улыбка, без сомнения. Вот у меня внук мог спокойно в армию не ходить. Он пошел в армию. Что значит, вы его правильно воспитали? Гены бабушкины, говорю, я только по автобус на Украину не отправили. Хороший, не пьет, не курит. Спортсмен. Хорошо. Ну да. Ну что, тогда на этом закончим, наверное, завершим нашу беседу. Батюшка, а минуточку там не уделите? Да. Хорошо. Да. Теперь помолись. А мы вроде не молились вначале, так, внутри себя прикрыли, скажем, слава Богу. Благодарю, что пришли, посетили, совместили. Пусть будет всем на духовную пользу. Обращайте внимание, читайте, перечитывайте. Ну, конечно, сразу за раз или даже за год все это в себя не вместишь, но так, когда год за годом читаешь, в храме читается, а иногда А в сейчас храме все нет. притчи Да. прочитываться будут, да? Нет, они не сплошь. Так-то, по идее, от первой главы до последней, но не весь выборочный, да, выборочные кусочки.
во-первых, ты все читаешь, а ты бывает в камень не слышно. Третий язык не разбираешь, какой он славянский. Поэтому рекомендую каждый день прочитывать по календарю и даже больше. Прочитывать, перечитывать. И так, когда год за годом уже постепенно эти мысли усваиваешь, особенно когда видишь их в толковании, в контексте, где-то вот святых отцов читаешь, смотришь, как они ссылаются, понимаешь их подход, понимаешь, как они вот, трактовали это, понимаешь, как они вот какую-то притчу вот они вставляли в общий контекст благочестия. Да? Тоже Иоанн Златоуста, там, или наших современных, там, Иоанна Кронштадтского, тоже иногда ссылается. Вот. И тогда уже схватываешь вот это и начинаешь потом сам понимать. Ну, это, конечно, Начинаешь видеть. да, путь видения. Путь видения начинается.